Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Состоялась встреча президентов Абхазии, Сирии Аслана Бжани и Башара Асада. Продолжается официальный визит абхазской делегации в Сирийскую Арабскую Республику. Говорят свидетели обвинения рассмотрения уголовного дела в отношении Ахри Кавицбе. Четверых иностранных граждан перешло к стадии допроса. К 135-летию со дня рождения Варвары Бубновой выставка «Россия, Япония, Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых» открылась в Центральном выставочном зале Союза художников. Президент Абхазии Аслан Бжани в воскресенье 16 мая прибыл с официальным визитом в столицу Сирийской Арабской Республики Дамаск. 17 мая состоялась встреча Аслана Бжани с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе визита состоится первое заседание Абхазо-Сирийской межправительственной комиссии, а также встреча председателей парламентов Абхазии и Сирии. Слово Виоле Барганже. В международном аэропорту Дамаска президента Абхазии встречает министр транспорта Сирийской Арабской Республики Зухер Хазим, заместитель министра иностранных дел Айман Сусан и другие представители правительства Сирии. Главу государства в составе официальной делегации Абхазии сопровождают спикер Народного собрания, руководитель администрации президента, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства, вице-премьер, министр экономики, министр иностранных дел, министр туризма, посол Абхазии в Сирии, депутаты парламента, а также президент Торгово-промышленной палаты Абхазии. Уже на следующий день, 17 мая, программа официального визита абхазской делегации началась с церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в мемориальном комплексе в память о всех героях, павших за свободу Сирии в различные периоды ее истории. В этот же день президент Абхазии Аслан Бжани встретился с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, который отметил, что подобный визит придаст новый импульс сотрудничества двух стран. Далее официальные переговоры двух президентов продолжились в формате 1 на 1. Аслан Бжани и Башар Асад обсудили перспективы развития двухсторонних отношений между республиками. Виола Барганже, Абаза ТВ. Кроме того, 17 мая президент Абхазии Аслан Бжани встретился в Дамаске со спецпредставителем президента Российской Федерации по развитию отношений с САР, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в САР Александром Ефимовым. В рамках рабочего визита в Сирию глава государства Аслан Бжани также встретится с представителями абхазской диаспоры Сирии, посетит могилу генерала Уалида Амаршана, а также пообщается с членами его семьи. К другим темам президент Абхазии Аслан Бжани подписал распоряжение о мерах по защите здоровья населения республики от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства. Из текста документа следует: с 13 мая не действует запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и других объектах общепита, а также на проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Однако организацию и проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий должны осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Гражданам рекомендовано носить маски в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Запрещена перевозка в общественном транспорте пассажиров без масок, деятельность водителей, не использующих маски. Местные администрации должны обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта на продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынках. Еженедельно, не менее 1 раза в неделю, должна осуществляться профилактическая дезинфекция торговых объектов и прилегающих к ним территорий. Минпросвещению Абхазии поручено до завершения учебного года осуществлять мониторинг деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций на предмет соблюдения установленных санитарных правил, а также обеспечивать все образовательные учреждения средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции. Между тем, согласно сообщению оперативного штаба, за 15 мая тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 176 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
В Гудаутской ЦРБ 14 мая скончалась пациентка 1939 года рождения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом на сегодняшний день составляет 15 006 человек. Зарегистрировано 226 летальных случаев, выздоровели 14 025 человек. Министр здравоохранения Эдуард Будба ознакомился с работой пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции, расположенной в Сухумской городской поликлинике. В инспекции также приняли участие первый заместитель министра Вахтанг Вардани и глава управления здравоохранения столицы Ирма Воуба. Эдуард Будба проверил наличие всех условий для безопасности проведения процедуры вакцинации: холодильное оборудование для хранения препарата, алгоритм приема желающих получить прививку. В ходе инспекции Эдуард Будба отметил, что доступность вакцинации – это одна из первоочередных задач, которая сегодня стоит перед Министерством здравоохранения. Министр ознакомился с организацией работы поликлиники, пообщался с сотрудниками и пациентами. Главный врач поликлиники продемонстрировала организацию работы учреждения. Были обсуждены вопросы повышения качества и доступности оказания медицинской помощи населению. Ну а утром 18 мая состоится открытие нового пункта вакцинации от коронавирусной инфекции в столичном районе Синоп с участием министра здравоохранения Эдуарда Будба и профильных специалистов, которые расскажут в том числе о возможных побочных эффектах от российской вакцины «Спутник Ви» и как следует правильно осуществлять вакцинирование. Кроме того, 18 мая в 12:00 в конференц-зале отеля «Интерсухум» пройдет круглый стол на тему «Хирургическая коррекция ортопедических нарушений у детей с заболеваниями нервной системы». Спикер, заведующий нейрохирургического отделения научно-практического центра детской психоневрологии Москва Владимир Кусакин, организатор культурно-благотворительный фонд «Ашана». Абхазские пенсии за апрель будут выплачены в конце мая, рассказал спутник председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулари. Потребность Пенсионного фонда – 95 миллионов рублей в месяц. И практически половину мы уже профинансировали. У нас остаются непрофинансированными 47 миллионов рублей за апрель, отметил он. Говорят свидетели обвинения. Рассмотрение уголовного дела в отношении Ахрика Авицбы 4 иностранных граждан перешло к стадии допроса свидетелей обвинения. В основном это сотрудники органов внутренних дел. Напомним, Авицба обвиняется по статье о незаконном хранении оружия с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Статья считается тяжкой. Судебное следствие ведется Гулрипским районным судом. Подробности в репортаже Элеонора Гилаян. До начала рассмотрения дела по существу начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба выступил с 2 заявлениями. Первое касалось недавнего интервью адвоката Ахрика Авицбы Сергея Беляка российскому журналисту Семену Пегову. Хотелось бы обратить внимание суда, и, возможно, защитник Беляк не в полной мере услышал ваше обращение по поводу оценки доказательств, по поводу давления на суд. Помимо того, что уважаемый защитник говорил о Абхазии, о природе, обо всех обстоятельствах, он дал весьма вольную оценку доказательствам, которые еще не были исследованы в суды, признав, говорив о том, что они все допущены с нарушениями закона, что доказательств по делу нету. И в таком порядке. Сегодня данные обстоятельства вообще являются основанием для отстранения адвоката. Но с учетом того, что мы еще не приступили к расследованию, я просил бы, чтобы в этой части вы повторили регламент судебного заседания в части того, насколько можно давать оценку доказательствам. Поэтому просили бы вас либо огласить повторно часть регламента, либо предупредить защитников и средств массовой информации о том, что недопустимо оказывать давление на суд и давать вольную оценку. Фактически это публичная оценка, которая была дана на 350 тысяч подписчиков. Это был YouTube-канал, на котором в течение получаса адвокат рассказывал свое видение доказательств по этому делу. Я думаю, что если в России он дал бы такую оценку, квалификационная коллегия адвокатов его бы за это не похвалила.
Адвокат Сергей Беляк парировал, все сказанное им в интервью звучало в зале суда, а значит, не несло в себе ничего нового для аудитории. Об этом защитник заявил, опираясь на принцип гласности. Поддержала Беляка его коллега Инга Габилая. Процесс у нас открытый. Я вправе давать оценку тому, что здесь прозвучало. Я был максимально корректен. Поверьте мне, в России говорят более открыто. Это в открытом процессе. Я не давил на вас, я наоборот вас хвалил. Я наоборот всем сестрам раздал по серьгам, но ко всем отнесся с уважением. Наоборот, никого я не задевал. Боже упаси там мне говорить что-то там плохое о вас или какие-то доказательства. То, что мы прочитали в обвинительном заключении, то, что было здесь озвучено, я и донес до общественности. Это гласность, это один из принципов конституционности. Гласность. И суд у нас непосредственный и гласный принцип. Ничего тут нового нет. Поэтому не думайте, что в России бы меня за это наказали. Я и здесь с уважением отношусь и к республике, и к подсудимым. Никого не обвиняю. И к гособвинению, и к адвокатам, и к судье, и вообще к стране. Зачем же я буду что-то говорить такое? Поэтому я думаю, что упрек в мой адрес не обоснован. Ничего мой коллега не сказал такое, которое, может быть, могло повергнуть в шок в сторону гособвинения или каким-то образом оказать давление на суд. Мы высказали свое отношение к предъявленному обвинению. Мы говорили о том, что, по нашему мнению, доказательств причастности моего подзащитного, в частности, тех, которые сидят на скамье подсудимых, нет. Соответственно, то же самое, что было действительно сказано в процессе, то же самое было сказано и в средствах массовой информации. Не добавить, не убавить. Поэтому я считаю, что, конечно же, никакого замечания не надо. Адвокат грамотный, работает очень долго, защитник грамотный, он в статусе адвоката на территории Российской Федерации, права знает не меньше нас и свои обязанности. Поэтому я считаю, что это такая попытка. Слишком, видимо, не нравится стороне гособвинения, что данный процесс, он так широко обсуждаем, но сколько бы ни было информации, это будет то одна статья в прессе или там их 10 будет, но также будет привлекать общественное внимание данный процесс. Мы же не говорим, почему моего подзащитного 10 машин везут. Ну, вот такой статус придали сами сотрудники правоохранения. У нас здесь ползала, полкоридора правоохранительных органов. Мы же не говорим, почему моего подзащитного не 5 человек везут, как обычно, а 35 человек. Второе заявление прокурора касалось работы журналистов в ходе судебного следствия. Даур Амичба нашел и привел ряд несостыковок в публикациях СМИ с реальным положением вещей, а позже заявил следующее. У нас по списку порядка 20 свидетелей. Все, согласно регламенту судебного заседания, все были удалены из зала судебного заседания. Если пресса собирается под диктофон, под стенограмму, составлять свои статьи на основании того, что они сказаны, это будет прямое нарушение закона. Хотелось бы, чтобы вы обратили к прессе, чтобы они давали информацию сжато о том, кто был допрошен и какую-то краткую суть показаний. В этой части стороны нашли согласие, а в связи с первым заявлением об интервью адвоката судья Игорь Агумава еще раз напомнил сторонам права и обязанности. Следом суд перешел к допросу свидетелей. Первый – Мираб Кварацхелия, оперуполномоченный УВД по Сухумскому району, капитан милиции. Он в составе группы проводил акт обследования жилища Авицба. Если коротко, а именно так журналисты могут пересказывать показания свидетелей согласно решению сторон, то на место группа выехала после сигнала из СГБ. На момент приезда к дому электричества не было. Без света мероприятия не проводили, никто из жильцов сопротивления сотрудникам не оказывал. Оружие не было спрятано в тайники, обнаружить его в доме было достаточно легко. Примерно то же говорил и следующий свидетель, оперуполномоченный Сухумского района Лери Пертая. Из показаний стало известно, что оперативная съемка велась на телефон, но на чей именно никто из свидетелей не знает. Третий допрошенный – эксперт Сухумского УВД Роман Гринькив. Его цепь событий слегка отличалась от того, что рассказали оперативники. При этом важно отметить, что и Гринькив не вспомнил, кто именно вел видеосъемку, но точно знал, что не он. Всего по показаниям этих трех свидетелей в обследовании жилища участвовали 4 сотрудника. В ходе допроса подсудимый Ахрик Авицба обвинил допрошенных в лжесвидетельствовании, а также заявил, что после обыска из дома пропали 240 тысяч рублей.
Армейские берцы и телефон. Следующее заседание суда по этому делу состоится 19 мая. Согласно установленному порядку исследования доказательств, заседание продолжится допросом свидетелей обвинения. Элеонора Гилаян, Раму Камке, Абаза ТВ. Внимание, МВД объявило о поиске мужчины, местонахождение которого неизвестно с 27 апреля. В дежурную часть УВД по Гагрскому району обратился временно проживающий в городе Гагра уроженец города Барнаул о том, что 27 апреля примерно в 3 утра ушел и по настоящее время не вернулся его товарищ Воропаев Михаил Константинович. Просьба ко всем, кто видел или знает о месте нахождения Михаила Воропаева, сообщить по телефонам 226 41 41, горячая линия МВД 920 20 95, WhatsApp, Telegram. МЧС Абхазии продолжает в горах поиски российского туриста. Глава спасательного ведомства Лев Квицинин на вертолете МЧС Абхазии совершил облет района поисково-спасательной операции верховьев реки Гумиста и перевала Химса, сообщает сайт МЧС Абхазии. Абхазским спасателям доставлена дополнительная партия провизии и теплых вещей. Проведена плановая ротация личного состава поисковой группы, которая почти неделю ведет поиски Владимира Ульянова, находящегося в Высокогорье. Накануне поздно вечером министр провел совещание, где было отмечено, что поиски крайне затруднены погодными условиями и сложностью маршрута. В Высокогорье часто меняется погода. Было принято решение о ротации поисковой группы и дополнительном ее снабжении. По словам Льва Квицини, абхазские спасатели находятся в тесном контакте с российскими коллегами. И в случае крайней необходимости россияне готовы подключиться к поисково-спасательной операции. На территории парка памяти и славы села Батальное в Крыму 22 июня планируется открыть памятник жителям Абхазии, погибшим в Керчи в Великой Отечественной войне, сообщает Апснепресс. Памятник по эскизу абхазского архитектора Беслана Богателия будет представлять собой 2-метровую стелу в виде сложного бумажного листа. Основная часть листа смотрит в небо, а вторая часть опускается к земле. На листе написаны имена бойцов, изображена открытая ладонь и указаны годы войны. За листом будут установлены таблички-указатели с названием сел и городов, откуда родом погибшие бойцы. Рядом с памятником по задумке авторов проекта будут высажены деревья в память о погибших бойцах. К 135-летию со дня рождения Варвары Бубновой выставка «Россия, Япония, Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых» открылась в Центральном выставочном зале Союза художников. 3 сестры – скрипачка, пианистка и художница – прожили долгую, насыщенную событиями и переездами жизнь, но последние 20 лет прожили в Абхазии, оставив бесценное наследство в виде картин, документов, воспоминаний, которые легли в основу экспозиции. С открытия Надежда Боровикова. Анна, Мария и Варвара Бубновы родились в Санкт-Петербурге в конце XIX века в обеспеченной дворянской семье. Родители дали девочкам хорошее образование. Старшая сестра Мария стала пианисткой, средняя Варвара – художницей, а младшая Анна – скрипачкой. Первую часть своей жизни сестры прожили в России, вторую в Японии, а третью в Абхазии. В 18 году Анна выходит замуж за японца Шинюти Оно и уезжает в Японию. В 22 году Анна Николаевна вместе с Варварой Дмитриевной едут в Японию к своей, Анна хочет увидеть своего внука Сюнтаро. Вот. И так получилось, что они прожили где-то более 36 лет в Японии. В Японии Анна Бубнова занялась популяризацией европейской музыки, открыв в своем доме детскую музыкальную школу. За 40 лет она воспитала 2 поколения японских скрипачей, преподавала в высших музыкальных учреждениях и была награждена орденом Священного Сокровища 4 степени. Ее сестра Варвара после переезда в Японию преподавала русский язык и литературу, увлекалась японским искусством, особенно литографией, и провела 6 персональных выставок своих работ. Но в 1960 году сестры Анна и Варвара принимают решение вернуться в Советский Союз, в Абхазию, где жила их старшая сестра Мария. Понимаете, когда они сюда приехали, им было за 70 лет. Но они здесь тоже работали, и у них здесь тоже ученики появились. Но это вообще удивительные женщины.
Они великолепно владели своим ремеслом, и кроме того, они были людьми в самом высоком смысле этого слова. Они японскую культуру уважали, и японцы тоже их полюбили. Когда они уезжали, японцы даже обиделись. И когда они приезжали, японцы, в Москву на 2 дня, один день они приезжали в Сухум. И вот этот период, когда они жили здесь, с 60-х годов, приезд японцев усилился. Приезжали журналисты, геронтологи, ученые. Ботанические экспедиции японцев в Абхазии в 70-х, поездки наших ученых в Токио, встреча писателя Джумы Ахуба с японскими профессорами и даже концерт Хиблы Гирзмава в 98 году в Токио, скорее всего, не случились бы, если бы не сестры Бубновы. Эту выставку Аза Аргон создала еще 20 лет назад в надежде привлечь внимание меценатов из России, Японии, Абхазии и открыть музей сестер Бубновых в Сухуме. Такая организация даже была создана, к сожалению, только на бумаге. Знаете, к сожалению, судьба музея печальная пока. А мне помогал Юрий Николаевич Воронов. Он помог найти помещение для Бубновых по улице Пушкина. Особняк XIX века, который называется «Дом Даля». Там бывали в гостях сестры Бубновы. К сожалению, был начат ремонт. Так как не было денег, мы не смогли продолжить. И в 2003 году правительство закрыло помещение. Сказали, что так как нет денег, и закрыли. Понимаете, это, конечно, причина, так не должно было быть. Уникальные по своей значимости работы Варвары Бубновой сегодня хранятся в совершенно ненадлежащих условиях, в сырых архивах Национальной художественной галереи, которая уже 30 лет надеется на ремонт. Последний раз картины художницы показывали в Сухуме 5 лет назад, а до этого они выставлялись 17 лет. Неудивительно, что о жизни и творчестве сестер Бубновых в Абхазии знают мало. Хочу сказать, что лично я, как и большинство моих коллег по посольству России, не были знакомы с творчеством сестер Бубновых. Поэтому я от себя лично в данном случае хочу выразить искреннюю признательность и благодарность выставочному залу Союзу художников Республики Абхазия и лично директору Эльвире Анатольевне Арсале за приглашение познакомиться с творчеством сестер Бубновых. Экспозиция «Россия, Япония, Абхазия» условно состоит из 3 частей. Планшеты с фотографиями и документами, посвященные жизни и творчеству сестер Бубновых, планшеты, иллюстрирующие культурные и научные связи России, Японии и Абхазии, и около 40 картин Варвары Бубновой. Нам посоветовала наша студентка, сказала, что будет интересно, и решила прийти посмотреть. Так я не знакома с художницей, как поняла. Живопись более такая карикатурная, я бы сказала. И я не видела картины мелками проработанные. Довольно-таки интересно, и немного эмоций какие-то навевают с картин. Какой-то, может быть, грусть с этих картин какая-то видна. До этого мне представлялась возможность видеть ее работы. В 2017 году, по-моему, была выставка. Мне нравится ее подход к живописи, к искусству, к графике. Это авангард, на мой взгляд. Он такой разный, и там есть реализм в этом авангарде. Это нелегко, у нее особенное видение, и она очень значимая фигура для Абхазии. Выставка «Россия, Япония, Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых» продлится до 31 мая. Кстати, Бубновыми сестер стали называть именно в Абхазии. В народе так и осталось, но это неправильно. Ударение в их фамилии ставится на первый слог. Надежда Боровикова, Сасрыкуа Гуха, Абаза ТВ. Абхазские школьники успешно выступили в Сочи. Самсон Кудухба, Эрнест Авицба и Шабат Допо заняли призовые места в математической олимпиаде, которая состоялась в парке науки и искусства «Сириус» города Сочи. 17 мая министр просвещения и языковой политики Абхазии Наал Габрия поздравил ребят с успехом и вручил им подарки. Подробности у Анастасии Никоновой. Единицей все заканчивается. И вопрос, опять же, чем может быть буква «И». 16 мая в городе Сочи состоялась математическая олимпиада для школьников 6-8 классов. 8 наших соотечественников приняли в ней участие и показали свое умение решать нестандартные логические задачи и математические примеры.
Интеллектуальные соревнования прошли в парке науки и искусства «Сириус». По их итогам 3 школьника из Абхазии – Самсон Кудухба, Эрнест Авицбайшабат Допуа – стали одними из лучших участников Олимпиады. Там было очень интересно. Вроде хорошо ответил. Подготавливался долго довольно. Там есть по степеням. Первая степень – это больше 30 баллов, а вторая степень – это от 19. Больше 30 баллов в 7 классе никто не смог набрать. И вот я за вторую степень взял грамоту. На Олимпиаде мне больше всего понравилась сама Олимпиада, потому что были задачи так и сложные, так и интересные. Я решил 5 из 6, а верными были только 4 из 6. Мне показалось, что у меня плохой результат, но все говорят, что хороший. Там были задачи не то что на математику, а больше на логику. Олимпиада длилась 2 часа. Мне показалось это мало, потому что я сидел почти всю Олимпиаду. После этого, когда нас выпустили, было много развлекательных программ. Больше всего мне понравилось, когда мы собирали мост да Винчи и физические гвозди. В день выступления абхазской команды министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия приехал в Сочи поддержать юных математиков. По его словам, абхазские школьники проявили себя достойно и заслуженно заняли призовые места Олимпиады. За победу и участие Инал Габлия вручил ребятам подарки, пожелав им и дальше учиться на отлично, а также достойно представлять свою страну на других интеллектуальных площадках. Иухоп и Хамта, глобус. Наски до Рватик, их Самсон. Зигрехидza на юит, псын пейней захочет куранпе, и юзех еще только Самсон. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазатовая. Гагра попала в рейтинг самых популярных курортов, где туристы будут отдыхать с домашними животными летом 2021 года, замкнув 3 лидеров. В лидерах помимо Гагры Ялта и Сочи. В десятку направлений для отдыха с питомцами составили Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск и другие. Кинофестиваль «Хрустальный источник» из Русского дома состоялся в Сухуми в минувшие выходные. Фестиваль проходит в 12 странах в онлайн-формате. Это значит, что организаторы приветствуют зрителей с больших экранов, а офлайн его представляют минимальное количество человек. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Актриса Екатерина Волкова и режиссер Максим Дашкин презентовали в Абхазии кинофестиваль «Хрустальный источник» из Русского дома. А так называется уже проект, который популяризирует российское киноискусство в 12 странах, где представлено русскоговорящее население. Я представляю проект «Звезды хрустального источника» из Русского дома. Это проект родился из кинофестиваля моего друга Эвклида Кюрдзидиса. Проект, который позволит 12 странам, нашим соотечественникам, русскоговорящим людям посмотреть новые фильмы русские, может, даже которые невозможно посмотреть в прокате, в кинотеатрах, такое арт-кино, да, авторское кино. В этом году «Хрустальный источник» привез в Сухум фильм «На дальних рубежах». Кино про военных, но не про войну. По словам режиссера Максима Дашкина, очевидно, выбор пал на его фильм, потому что в Абхазии и других странах представлен российский военный контингент. И эта тема будет близка и местным жителям, и командированным. Фильм «На дальних рубежах» — это любовный треугольник на российской военной базе. Я думаю, тот факт, что наш фильм был приглашен, связан с тем, что и в Абхазии тоже есть российское присутствие, военное присутствие в том числе. А что касается, что интересовало меня именно в этом фильме,
и так далее. Это, то есть, наличие российских семей, российских военнослужащих на территории постсоветского пространства. И вот это почему было интересно мне. Я думаю, именно поэтому этот фильм интересен и для показа здесь. Кинофестиваль прошел в онлайн-формате. Это значит, что организаторы приветствовали зрителей с больших экранов, а оффлайн его представили минимальное количество человек. Глава представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чехов вручил подарки Екатерине Волковой и Максиму Дашкину. А те, в свою очередь, поделились теплыми воспоминаниями о еще довоенной Абхазии. Я был в 91 году здесь, отдыхал со своим отцом в военном санатории. Я, к сожалению, только приехал и обязательно схожу туда, если он еще есть. И стоит, и, конечно же, я видел уже БТРы в то время. И, конечно, знаю эту трагическую страницу вашей истории, нашей общей истории о чем. Екатерина Волкова рассказала, что в Абхазии она впервые увидела море, а затем показала его уже своей дочери, тоже здесь. Мама в 7 лет меня первый раз привезла на море. И это как раз было здесь, Черное море Абхазское. Это был, я не помню, какой-то санаторий, Золотые пески. И первое впечатление вот этого моря, вот это субтропиков, озеро Рица, Новоафонская пещера для меня настолько было ярким, что потом, когда моей дочке старшей исполнилось 7 лет, но, к сожалению, время уже было тогда после войны, и я, конечно, очень переживала по поводу этого, что много из моих воспоминаний разрушено, да, но тем не менее, конечно, природа фантастическая, дети, дочка моя была тоже под впечатлением, и я надеюсь, что я еще приеду на подольше уже с моими, может, со всеми детьми, с младшими, потому что я никогда нигде больше не видела таких красивых мест, и такой природы, и таких людей. Фестиваль собрал небольшое количество зрителей, как и полагается в период пандемии. Но зато у каждого гостя была возможность пообщаться и сфотографироваться со звездами российского кино. Марианна Котова, Степан Мартиросян, Абаза ТВ. 18 мая в Международный день музеев в Абхазии пройдет уже ставшая традиционная акция «Ночь в музее». В этом году свои двери откроют 3 музея. Абхазский государственный музей, литературно-мемориальный музей Дмитрия Гуля, музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. Каждый музей представит свою программу, пройдут презентации новых экспонатов, викторины, концерты. В Абхазии «Ночь в музее» проводится уже 7 лет. Цель акции – привлечь внимание людей к музейной деятельности и сохранению исторической памяти и приобщению молодежи к непроходящим ценностям культуры. Акция «Ночь в музее» помогает привлечь самую широкую аудиторию. Музеи Абхазии к этому дню подготовили интересные экспозиции, которые сложно увидеть в другое время. Уячны хахайджа хкауэта музейджа и выпшим отсюргаксаква этнология аухшачи, археология аухшачи, ахата музей зиги аусавет я хабхава хвиз я хасас зиги бзила шабет хушахва амала хаги шунахсава авасив шатаглазаш ахтот бзила шаби. بحكيتهم وبريا مزياتخ درميت قولي ياش تحاخد سنة عدلتش ياش تتقلش عمي فكرة وبرزين درب نزالك خالي الخور يلشوت راقي قلوت عجين رالك كور بخير راقي قلوت موسيقى راقي قلوت يحب درميت قولي مزيسكو استاتيكو زنو جورنال جوتس فيسي отзыргыруха и рубас интересуется хтысква. Лахай гурашан нахчазуга хсует музей корудсх акция. بزي بنرجع درخويت أخوشكوا أشار أشكال خوشكوا أي حبرت كلاس كوي حرك داري هاري أي مدرسية حامب إنتراكتيفلا أي سلبر كوجيمي باكوت يزقت نهاي حامب استاركوا حامتس بي أتورخ أقوم بي استاركوا يكرشني حامب إنتراكتيفل داري هاري أي سلبر كوا أتصنع حامتو كوجي رزاحكرس أحبيتو ويادجي هرا
хайкшараква хакце зрбшзо концерт программа хаму. Рака яла харахуит хореография студия Амзача, хочет студия Амзача Ольга Денисова на пахкаравис дизмо. У Бартки рака концерт хартой. Аша лгот мана аша хей загибзии србо. А Барт конейцер храны или ишкана и харфцы прахгуйтоп хара хакция пшза а музей корацх. Спорт. Команда из Туапсе второй год подряд становится победителем турнира памяти Эдуарда Пилия. 16 мая в городе Сухум завершился открытый республиканский турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. По итогам соревнований первое место заняла команда из Туапсе, второе место у команды из Славянска на Кубани. Обладателями третьего места стала команда из ЛНР. Специальным призом от семьи Эдуарда Пили награждена команда Луганской Народной Республики. Турнир проходил в закрытом формате без зрителей с соблюдением соответствующих предписаний. Дмитрий Адлиба занял первое место в Кубке Евразии по боевым искусствам в ходе турнира по косике-карате «Кубок Евразии» по боевым искусствам в городе Барнауле. В соревнованиях приняли участие более 4000 спортсменов из разных регионов России, а также из Абхазии, Азербайджана и ДНР. Абхазию представляли воспитанники секции косики-карате администрации города Сухум, управления по делам молодежи и спорта Дмитрий Адлиба и Сандро Киут. Дмитрий Адлиба занял первое место в возрастной категории 10-11 лет до 45 килограмм. Сандро Киут в возрастной категории 10-11 лет до 35 килограмм дошел до полуфинала, в котором уступил спортсмену из Барнаула. Тренирует спортсменов Демис Адлиба. Воспитанник секции карате управления по делам молодежи и спорта администрации столицы Леон Возба стал чемпионом Южного федерального округа по карате Кёкюсинкай в рамках детского турнира «Открытый татами» в Сочи для спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет. Золото у футболистов Крыма, серебро за Пятигорском, третье место у футбольного клуба «Апсны», четвертое почетное место у команды «Дружба», город Сочи. 17 мая завершился 10-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Владислава Арденба, который с 12 по 17 мая проходил на стадионе МХК «Арена» в селе Алахадзы. Смотрите репортаж с турнира Лауры Шаровой. С 12 по 17 мая на стадионе МХК «Арена» села Алахадзы Гагарского района состоялся 10-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Арденба. В турнире приняли участие 12 команд из Абхазии и России. Ярким, захватывающим, эмоциональным, с накалом страстей получился турнир. В полуфинале драматической была игра между футбольными клубами «Медведь Пятигорский Нарзан» и «Апсны». Основное время команды сыграли в ничью 3-3. И только пенальти выявили победителя. В финале футболисты Пятигорска. Не менее напряженной получилась игра сочинской и крымской команд. Итог 4-1 в пользу футбольного клуба КСХИ. В финале крымчане, которые до этого уже дважды побеждали в турнире, не оставили шанса соперникам из Пятигорска и со счетом 3-1 очередной раз завоевали главный трофей. Итог турнира. Первое место и золотые медали. Футбольный клуб КСХИ «Республика Крым». Второе место и серебро. Футбольный клуб «Медведь Пятигорский Нарзан». Третье место и бронза достались футбольному клубу «Апсны». Четвертое место, малые бронзовые медали увезли сочинские футболисты команды «Дружба». Лучшим игроком турнира признан кривовязый Максим, команда КСХИ. Бомбардир турнира из той же команды Антюхин Алексей. Лучший вратарь Рабаданов Ахмед из клуба «Медведь Пятигорский Нарзан». В церемонии награждения приняли участие дочь первого президента Мадина Арденба и первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Беслан Корчава. Всех вас хочу от лица Государственного комитета по делам молодежи и спорта поздравить с окончанием международного турнира памяти нашего величайшего сына нашего народа Владислава Григорьевича Арденба. Чтобы вы все понимали, сегодня нету победителей и проигравших. Мы все сегодня победители, мы все выиграли то, что мы чтим память нашего великого сына
абхазского народа. И спасибо вам, что вы приезжаете. Я надеюсь, что в следующем году и последующие года мы этот турнир сделаем еще более краше, еще более лучше. И может быть, мы вас всех будем также поздравлять в следующем году. Дай Бог. Все будьте здоровы. Спасибо вам всем. Спасибо семье. Спасибо всем организаторам. 5-й год ваш клуб принимает участие в наших соревнованиях. Вы уже были дважды серебряными обладателями этого кубка. Бронзу вы завоевывали. Какие чувства вы испытываете сегодня? Ну и пожелания нам. Чувства испытываем, конечно, не очень приятные, так как проиграли в финале, но выйти в финал, причем с командой «Крым», которая последние 3 года забирает золото, конечно, приятно. И игра команды, и состав. Поэтому, с другой стороны, нам очень приятно, что мы принимаем участие в этом турнире. Мы уже объездили практически всю Европу, в связи с пандемией, со всеми этими моментами в нашей жизни. Осталась Абхазия, которая, можно считать, наша родная, близкая. Я хочу поблагодарить, конечно, Каро Карапетовича и вас за то, что приглашаете нас, за то, что даете возможность так хорошо и отдохнуть, и поиграть Лаура. Поэтому, что можно еще сказать? То, что, как говорил Каро Карапетович, Арзенбу знают действительно, по крайней мере в Пятигорске, его знают Владислава Григорьевича очень хорошо, потому что сколько привозили кубки, медали, все это размещено на нашем сайте футбольный клуб «Медведь» Пятигорский Нарзан. Мы к вам приезжаем на море, а вы будьте добры, приезжайте, подлечитесь, попейте водички, мы вас встретим, любим. Победа, Арзенба, футбол. 3-й год, я считаю, что закономерно у нас команда, у которой задачи стоят только 1-е место. Мы много стран проехали, много игр сыграли. Вы знаете прекрасно нашего президента, который организовывает. Мы рады очередной раз приехать в прекрасный город, эту прекрасную страну. Замечательный кубок, хорошая организация. Мы довольны. Прошел 10-й юбилейный турнир на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. Очень благодарен всем командам, которые приехали на турнир. Сегодня я самый счастливый человек в этой жизни, потому что турнир завершен. И чемпионом турнира стала команда «Крым». От всей души всех поздравляю, потому что для меня это очень дорого. Это турнир на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. Спасибо всем. Все команды и номинанты награждены кубками, медалями и дипломами. Турнир прошел при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта. Лаура Шарова, Артак Деланян, Абаза ТВ. Внимание! Черноморэнерго сообщает, 18 мая с 10 до 17:00 в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция Пицунда. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 18 мая, в Абхазии переменная облачность. Ночью и утром возможен дождь, гроза, местами туман, морось. Температура воздуха ночью 14, днем до плюс 24. Температура морской воды плюс 16. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи!